Вот и свершилось то, чего в Чеченской Республике ждали последние 15 лет. В понедельник утром из Грозного совершен первый международный вылет. На Боинге 757 в Саудовскую Аравию отправилось чуть более 200 счастливчиков. Пассажирами первого международного рейса стали чеченские паломники. Значимость данного события можно сравнить разве что с отменой режима контртеррористической операции, который существовал в Чеченской Республике с 1999 по 2009 годы. Впрочем, оба этих события напрямую связаны друг с другом. И сам факт открытия в Грозном международного аэропорта – это прямое следствие отмены 16 апреля текущего года режима КТО. Из-за него многочисленные бизнесмены в странах Азии, Ближнего Востока, Западной и Восточной Европы были несколько насторожены и неохотно вкладывали инвестиции в экономику Чеченской Республики. Именно отсутствием в республике международных авиасообщений, а соответственно и собственной таможенной службы, сдерживался инвестиционный приток. Провожать первых пассажиров международного авиарейса в аэропорт Грозный прибыли все официальные лица республики во главе с президентом Рамзаном Кадыровым. Перед вылетом представители Духовного управления мусульман прочитали дуа. В своих молитвах, как после рассказал муфтий Султан Мирзаев, они просили Всевышнего милости и благоденствия чеченской земле и благодарили за столь долгожданное событие. Здесь же, в аэропорту, глава республики поблагодарил руководство страны за внимание к республике и попросил паломников помолиться за родину священной Мекки. руководство Федерации Балансар, Вейшейн, Бог, Вейбешно Бог, Вейриспортан Дорта Хал Должичи, Шастиет, Бисасан Боршна, Исасан Пейзахуш, Кинцахиев Арада, Канада Спижен Арая, Канада Канавей, Армасу Ялла, Армасу, Коэза Тагдон, Шеэза Тагдон, Миново Дивиш, Кишикоэза Тагдон, Ававиш, Бишора Нокба, Нир Сиесабич, Нир Хдон, حاجة يبقى في الدود وغيش، إنه وقت يبقى في الدود وغيش، سواء في الدود عظم بلشي، إزدونا بق فلتر يبواصل يتعامل هذا، ويتعامل حاجة إنه بقى يشيو، ترى تبوشين دعاء دعاء، ذكر ليش، بولدوش، أو شيخ ديستو يشدونا ده مقاطعنا، ستريت بقى يشيلو، تقولوا شو أو دي هندرس عايز قالوا بيش وشوكا، هر مارشو هر دين مارشو هر أو من خلو خلطو. Реализация проекта «Международный аэропорт» была в значительной степени ускорена благодаря действиям именно Рамзана Кадырова и его особым отношениям с Москвой. Сам статус международного аэропорт Грозный получил в начале месяца. 10 ноября вышло распоряжение правительства России о снятии с Грозненского аэропорта всех ограничений на прием и отправку пассажирских и грузовых авиарейсов по международным маршрутам. О столь эпохальном для республики событии в телефонном разговоре Рамзану Кадырову сообщил Владимир Путин. На сегодняшний день компания «Грозный Авиа» готова выполнять рейсы в любые аэропорты не только городов России, но и стран СНГ. В общей сложности это порядка 200 аэродромов. Частота полетов будет зависеть от потока пассажиров, однако планируется, что это не скажется на вылетах в Турцию, Сирию или Саудовскую Аравию. Сюда самолеты из Грозного будут летать 2 раза в неделю. Также в планах компании дважды в месяц совершать рейсы в Казахстан. Эти страны выбраны не случайно, здесь проживает большое количество наших соотечественников. А значит, есть большая вероятность того, что чеченцы, которые бежали в европейские страны, в ходе боевых действий вернутся на свою историческую родину. У нас очень много диаспоры живет в Европе, и они вот хотят. Утром полетели, вечером улетели. Вот такое должно быть. Мы уверены, что это будет в ближайшее время.
За постсоветский период республиканский аэропорт несколько раз менял свой имидж. Авиапредприятие здесь было создано еще в 1938 году, когда на самолетах Р-5 и ПО-2 из Грозного стали совершать вылеты главным образом для социальных и, как говорили в советский период, народно-хозяйственных нужд. Современный аэродромный комплекс был введен в строй в 1977 году. Тогда столица Чеченской Республики смогла принять лайнеры в круглосуточном режиме со всех регионов бывшего Советского Союза. Восстановление аэропорта Грозный завершено в октябре 2006 года. Уже в марте 2007 года совершен первый за последние 10 с лишним лет пассажирский рейс по маршруту Грозный-Москва. Первоначально авиаперевозками из Грозного и обратно занималось унитарное предприятие «Войнах Авиа», в обязанности которого входит наземное обслуживание аэропорта. Авиарейсы на этот период совершались авиакомпаниями «Дагестанские авиалинии» и «Дон Авиа». Однако уже в июле 2007 года распоряжением правительства Чеченской Республики создается авиакомпания «Грозный Авиа». Ее учредителем выступает региональный общественный фонд имени Ахмата Кадырова. С июня 2008 года «Грозный Авиа» открывает регулярные рейсы в московский аэропорт Внуково. В данное время авиакомпания владеет 2 самолетами и арендует 4 самолета модели Як-42. Комплектование технической базы и подбор специалистов проводились специально для обслуживания этого вида самолетов. Ожидается, что в ближайшее время компания закупит еще несколько таких самолетов. Также до конца года Грозный Авиа планирует направить на учебу в Москву группу из 12 человек. Им предстоит пройти специальный курс обучения, после чего они начнут работать на международных рейсах грозненских авиалиниях. В целом на международном терминале работает уже 800 человек. Это очень важный вклад в трудоустройство населения. Говоря о безопасности, нужно заметить, что с этой целью республиканскими правоохранительными органами был разработан и утвержден план по охране аэропорта Грозный. Восстановление аэропорта в некогда разрушенном субъекте Российской Федерации и наделение его международным статусом уже как российского объекта показывает, что интеграция республики идет полным ходом. Сегодня уже можно говорить, что сам факт придания Грозненскому аэропорту статуса международного является еще одним символом перемен к лучшему, что республика движется вперед. Наш аэропорт получил официальный статус международный. И мы на это имеем право. Сейчас определенные технические моменты надо урегулировать и все. Будет у нас и чартеры, и постоянные рейсы. Для этого мы открываем, для этого приняло решение руководства Российской Федерации, чтобы мы летали, и к нам летали, чтобы мы могли поднимать экономику республики, и чтобы наши люди могли вылетать не только в Саудовскую Аравию, а и другие регионы. Международный статус открыл новые возможности дальнейшего экономического роста и социального развития региона, но бесспорно, что он не решит всех проблем. Тем не менее, международные вылеты и перевозки грузов будут способствовать развитию в регионе малого бизнеса и туристических фирм. Наконец, авиасообщение в самые разные уголки мира наладит внешнеторгово-экономические связи Чеченской Республики. В совокупности все это даст нашей республике неплохое пополнение в местный бюджет. В общем, многолетняя битва за международный статус Грозненского аэропорта полностью себя исчерпала. А значит, на нашем счету очередная победа, которую мы давно уже все заслужили.